Політична система кримських татар переживає стагнацію. Останній Курултай кримськотатарського народу відбувся в березні 2014 року. З того часу протягом 9 років не перебирався меджліс кримськотатарського народу. Таким чином, правила гри змінюються під індивідуальності, і це викликає сумніви в ефективності інституцій. І тепер перед кримськими татарами стоїть питання, що зараз є більш актуальним, які треба провести реформи, що є затребуваним: персоніфіковане лідерство або потужні інституції. І про це ми будемо говорити в ток-шоу «Ініціатива». Це про кримських татар, і не тільки для кримських татар, а загалом для України. Вже відбувається майже 10 років окупації і рік Великої війни, коли кримські татари опинилися на межі не тільки політичного, а вже й фізичного виживання. І сьогоднішні наші гості – член меджлісу кримськотатарського народу, керівник кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв і голова ревізійної комісії Курултаю Алі Озенбаш. Хош келдіңіз, доброго вечора. Почнемо з минулого. Я знову зроблю невеличкий вступ. Про минуле кримські татари мають, тут не перебільшення і не пафос, дійсно багато століть досвіду політичного управління. Протягом 350 років це була монархія, але трохи її незвичний вид для того часу. Це не була абсолютно монархія. З одного боку вона обмежувалася внутрішньою аристократією, з іншого боку на неї впливав на ханів, на монархів, правлячу династію османський султан. 1917 року, більше 100 років тому, кримські татари одні з перших в тюркському світі пішли республіканським шляхом, але Кримська Народна Республіка проіснувала лише кілька місяців, тому нам важко говорити, чи відбулася ця парламентська модель керування. І вже 1991 року, після повернення на власну батьківщину, кримські татари створили систему не тільки центрального меджлісу, але і регіональних меджлісів, регіонального самоуправління, яка згодом перетворилася все ж таки, відверто кажучи, на систему персоніфіковану, знову-таки, яка спиралася на лідера, визнаного в світі, дисидента Мустафу Джемілєва, який керував політичною системою кримських татар понад 20 років. І я звертаюся до гостей. Яка, на вашу думку, система в минулому була найефективнішою, яка себе проявила, і що з цього можна брати? Хочу напомнить, что сразу же после депортации, сразу же после отмены спецпоселения 1956 года наши активисты начали инициировать национальное движение. И оно было сформировано из различных таких инициативных групп. И эти группы имели, скажем, разные видения решения национального вопроса, но цели были одни. И, кстати, первая такая крупная встреча была в 1965 году, вернее, 1964 году, когда был принят такой документ, как наказ народу. И там были четко обозначены цели национального движения. К 1991 году, когда массово началось возвращение крымско-татарского народа на родину, большая часть, подавляющее большинство инициативных групп решили объединиться уже вокруг Курултая, то есть представительного органа. На этом Курултае была принята самая главная декларация о национальном суверенитете, были приняты гимн и все атрибуты, скажем, субъектности и политической зрелости крымско-татарского народа, такие как флаг, такие как гимн и так далее. Сама система Курултая, я считаю, была достаточно демократичной. Единственное, конечно же, когда есть персоналии, есть лидеры, то, конечно же, всегда они могут оказывать, скажем, влияние на тот или иной процесс. Но при всем том, даже к созыву Курултая, даже на тот момент еще было достаточно много, и в числе делегатов Курултая, тех активистов, которые
имели достаточно большой авторитет в национальном движении. И то, что у крымских татар, скажем, больше проявлялось, если мы говорим о лидере крымско-татарского народа Мустафе Джемилеве, то, наверное, это связано, опять же, с его определенными заслугами в правозащитной деятельности. Ну и завершая свои первые посылы, я хочу сказать о том, что именно с восстановлением Курултая крымско-татарское национальное движение превратилось из правозащитного уже, скажем, в политическое. Были выстроены правила внутренней игры, в рамках которой уже люди и делегаты Курултая избирались на выборы, на Курултай, становились делегатами Курултая. Дякую вам, Ескендербей. І до Альбея, якщо вже ви торкнулися теми зрілості і навели як політичну зрілість ухвалення положень і прийняття гімну, прапору, гербу, то лише зазначу про себе, що будь-яка держава в світі, навіть фейл-стейти африканських країн або Південно-Східної Азії, мають ці також атрибути. Не завжди це є ознакою політичної зрілості. Тим не менше, до Альбея, чи згодні ви з тим, що форма як інституція, вона спрацювала. Я просто додам як підказку, одна з ознак зрілості є наявність панівної сили і опозиції в політичних структурах і політичних інституціях, якими є представництві органи чи то парламенти в будь-якій країні, в будь-якому суспільстві. Система Курултаю, ми торкаємося більше неї, не торкаємося зараз часів ханства, не пережила жоден раз опозицію. Опозиція – це було завжди, скажімо, відторгнення взагалі від системи Меджліс Курултаю, а не існування всередині. Чи то було 97-го року, чи це відбулося навіть 2013-2014 року. Вам слово, пан Алі. Лидерство не может быть институциональным. Оно само по себе, по определению, персонально. Лидер всегда зависит, вернее, сам по себе лидер должен обладать качествами, которые народ приемлет, уважает. Таким образом, лидерство, разумеется, достигается в жесткой конкурентной борьбе между различными персоналиями. И тот, кто победил, тот справедливый лидер. Теперь, что касается политической зрелости. Я с вами согласен, что политическая зрелость нашего народа еще, конечно, далека от совершенства. Вот. Но это же не вина, собственно говоря, личностей, скажем так, самого народа, самой нации, потому что здесь народов много в нашей нации присутствует. Дело в том, что нельзя исключать, нельзя забывать, что депортация, которая истребила лучших, в общем-то, самых зрелых лидеров, учителей, которые могли бы за собой вести народ, которые могли бы все это пропагандировать, внушать, служить примером, было истреблено. И то, что снова родились и возникли, и воспитались, и жертвовали собой, не побоюсь этого слова, сидя в тюрьмах и умирая, определенные люди, создавшие эти инициативные группы и добившиеся возвращения крымцев на свою родину, это факт. Следовательно, это просто процесс эволюционный, а эволюция, сегодня, конечно, идет гораздо быстрее, чем, скажем так, 100 или 1000 лет назад, за счет совершенно других коммуникаций, средств коммуникации. Но, тем не менее, она требует определенного времени. Вот. А что касается вашего замечания оппозиции, это неправда. Оппозиция всегда была. Оппозиция, она всегда присутствует, скажем так. Просто, скажем, у оппозиции... тут опять претензии к народу, скажем так, понимаете? Народ еще не созрел. Народ не созрел принимать оппозицию, как тоже часть каких-то лидеров, которых, чтобы можно было принимать какие-то компромиссные решения. А вот кто именно будет лидером,
Кто именно будет вести за собой народ, это зависит от народа. Абсолютно не протиставляю інституції і лідерство. І, до речі, якщо пам'ятаєте, 2014 року під час 13-ї Революції Гідності були такі на початку заклики «Майдан без політиків», і це показало, що це не працює. Горизонтальні структури, вони добрі, але є добрі і дослідження на цю тему, що важлива і горизонталь, і вертикаль. Да? Відсутність горизонталі – це російська модель, яка сиплеться, коли сипеться один авторитарний лідер, але тільки в горизонтальній моделі без вертикалі вони руйнівні, вони не мають сталості. І це ми можемо помітити по одній країні в Центральній Азії, якою є Киргизстан, да, який змінив 6 президентів. В різний спосіб вони мінялися, половину мінялися в результаті революції, горизонтальних таких от рухів. І тим не менше, кожен президент цієї країни Киргизстану, де вважається демократією в Центральній Азії, перетворювався на авторитарного лідера. Ще два лідери, які приклади я вам наведу, вони пов'язані з боротьбою своїх народів, з дисидентством. Це обидва вони вже немає їх на цьому світі. Вацлав Гавел в Чехії і Месуд Барзані в іракській частині Курдистану. І от велика різниця. Вацлав Гавел, можливо, так само, як і Мустафа Джемілєв, як Валенса для поляків, неперевершений авторитет дисидентського часу, тим не менше він не був до своєї смерті президентом країни. Навпаки, в іракському Курдистані Месуд Барзані не тільки помер на посаді, і далі ці керівні посади в іракському Курдистані стали наслідувати люди з клану Барзані, і це показує, в принципі, те, про що каже Алібей, про зрілість нації, до чого ближчі ми. От я, наприклад, навів 3 приклади вам, на якому етапі зараз знаходяться кримські татари в своїй політичній зрілості. Ситуация в том, что мы находимся в разных условиях. То есть, когда мы говорим о Киргизстане, то киргизы, как нация, они имеют свою государственность, и, соответственно, здесь один подход, а там и это связано с ресурсами и так далее. Когда мы говорим в то же время и о Гавеле, когда мы говорим о Барзани, то речь идет о северном, на севере Ирака, то, что находится Ирбиль и так далее, столица Курдской автономной республики, автономного образования. У нас есть свой сценарий. То, что мы смогли создать протогосударственные или квазигосударственные структуры, это говорит о том, она как раз-таки о нашей політичній зрілості. 22 років керування Мустафою Джемілєвим 13-го року дійсно відбулися альтернативні вибори із різницею 12 голосів. Ну, 12 – це не так мало для структури, в якій 250 делегатів, да, це там 5-7% голосів. Відбулася дійсна зміна, і Ріфат Чубаров став головою Меджлісу. Можна поспівчувати, що більшість частиною його керування прийшлося на фактично депортацію. Да? Голова Меджлісу опинився в силу окупації Криму поза Кримом. Але те, як ми бачимо, як українські політичні сили або політичні лідери на кого спираються при ухваленні рішень, запитання до Алібея. Чи, на вашу думку, чи відбулася де-факто передача влади від Мустафи Джемілєва до Ріфата Чубарова? Ну, безусловно, на мой взгляд, она вообще передалась гораздо раньше, когда на 6-м Курултае, в смысле, в начале еще 7-го, ну да, 6-го Курултая, извините, когда был Рифат Чубаров был избран первым заместителем, была объединена эта должность первым заместителем, и практически он с этого дня практически руководил Меджлисом. Поэтому здесь нема питань. До вас, Ескендер Бей, ви кажете, що Мустафа Бей не є навіть членом Меджлісу кримсько-татарського народу, тим не менше, його офіс і офіс Меджлісу – це поруч сусідні речі, ви завжди перетинаєтеся фізично. От останнє слово, коли є розбіжності, за ким? Я не думаю, что есть разбежность. Я думаю, что этот вопрос всегда решается, потому что, как председатель ревизионной комиссии, я был бы в курсе, если бы какие-то вопросы ставились на голосование, допустим, из 2 мнений одно,
То есть они могут быть не согласны в том или ином, но они сами, в конце концов, приходят к какому-то консенсусу, и, разумеется, все предложения озвучивает Давайте не соромитися. Ми ж всюди самі. самі називаємо, вже звикли до титулу Мустафа Ага. Його титрують як лідер кримськотатарського народу. Да? Це такий консенсус, про коли визначається статус Мустафи Джемілєва. Тому я і запитую так, Іскендер Бей. Давайте так, когда мы говорим о лидере Мустафе Джемилеве, мы говорим о, как, ну, скажем так, наверное, это воля каждого человека, который об этом говорит. Потому что институционально или нормативно, скажем так, такая должность не закреплена. И это говорит о нашей демократичности нашего движения. Другой вопрос, когда мы используем слово «лидер крымско-татарского народа», ну, наверное, ну, каждый, ну, если даже не второй, то каждый третий крымский татарин с этим согласится, потому что действительно Мустафа Ага своими действиями, своим активным участием в национальном движении действительно внес большой вклад, и поэтому его можно называть лидером, потом без каких-то вот закрепленных там нормативных актов. А теперь, что касается самих процессов, когда мы говорим уже сегодня. Но я вам скажу, что до войны, то есть особенно в бытность председателя Мустафы Джемилева, потому что мы больше об этом помним, но на самом деле любые решения, они все-таки, или любые такие крупные действия, они принимались решения Меджлисом или в крайнем случае президиум Меджлиса крымско-татарского народа. Далее, в связи вот с попыткой аннексии Крыма и оккупации Крыма, ситуация изменилась, потому что действительно сам процесс принятия решения коллегиального, он усложнился. И для того, чтобы любое было коллегиальное решение, должно быть коллегиальное обсуждение. И для того, потому что нужно услышать все аргументы, нужно услышать все видения и так далее. Этот процесс усложнился, потому что, несмотря на то, что были попытки там, скажем, общаться онлайн, были попытки там скидывать позицию группы, которая находится на материковой части Украины, и группы членов Меджлиса, которые находятся на территории оккупированного Крыма. И здесь очень, очень важные посылы, что здесь еще есть вопрос кворума. И поэтому здесь на самом деле мы столкнулись с определенной проблемой в этом плане, но мы со своей стороны думаем и пытаемся все равно как бы максимально придерживаться этой нормы, которая прописана в положении Меджлиса крымско-татарского народа. У нас всегда было и на заседании Меджлиса, в принципе, когда приходит Мустафа Джемилев как делегат Курултая, как и любой делегат Курултая из 248 избранных на тот период, они каждый могут принимать участие в заседании Меджлиса и делиться своей точкой зрения. Поэтому здесь в этом плане я не вижу никаких проблем. Другой вопрос, когда в этих условиях, что нам можно было бы сделать или что необходимо сделать. Ведь на данный период действительно у нас делегаты Курултая некоторые умерли в связи с возрастом, болезнями. Некоторые делегаты Курултая или члены Меджлиса, скажем, заняли такую позицию, как, ну, стали коллаборантами, давайте прямыми словами называть. И мы как раз-таки тогда приняли решение приостановить их членство в Меджлисе, приостановить, напомню еще раз, решение окончательно приймає Курултай. Ви стрибаєте на всі теми, які ми хочемо розповісти. Ми на сьогодення перейдемо. Про конференцію Курултаю, делегатів Курултаю в Києві ми теж поговоримо. Тому давайте потрохи, я вас буду давайте відповідати на це запитання, які поставили. Ми говорили про передачу влади, чи вона відбулася, чи не відбулася. Ви обидва вважаєте, що передача влади відбулася. Алібій сказав, що вона відбулася навіть раніше, 2007 року, коли Ріфат Чубаров був обраний першим заступником голови Меджлісу і з того часу фактично був керівником Меджлісу. 2013 року це відбулося лише де-юре. Правильно я зрозумів вашу думку? І давайте тепер говорити про те, як ухвалюються рішення зараз. Зрозуміло, що система була не готова до такого форс-мажору, як війна і окупація. Тому не були передбачені якісь норми в положеннях про те, як діяти в умовах війни, або опинившись поза
Криму. Дійсно, 18-го року була спроба в Києві зібрати, якщо не помиляюся, це було в грудні 18-го року, або листопад, або грудень, кінець року це був. Називалася вона конференція делегатів, і тоді очікували, що якщо приїде там 2/3 делегатів, то можна буде провести це, назвати Курултай. І я додам, скільки тоді 18-го року приїхало до Києва. Приїхала приблизно 1/3 делегатів Курултаю. Тоді ми спробували дійсно подивитися на цю мозаїку делегатів Курултаю. На той час, дійсно, 18-го року було вже кілька померлих делегатів Курултаю. Ми порахували, десь приблизно 7% делегатів Курултаю виявилися колаборантами. 34% делегатів Курултаю приїхали до Києва, і ми зрозуміли, що живих і неколаборантів понад 50%, які і не колаборанти, і не приїхали на Курултай. Тому запитання до вас, до сьогодення, як сьогодні ухвалюються рішення. Про Курултай вже не кажемо, кажемо про Меджліс. Тим більше члени Меджлісу є і в Сполучених Штатах Америки, і в Туреччині, і в Києві, і на материковій Україні, і в Криму. І я так розумію, що і колаборант є новий, да, в зв'язку з окупацією Херсонщини, якщо не помиляюся, виправте, якщо я помиляюся. Тому скажіть, як зараз ухвалюється рішення, чи є повноваження одноосібно ухвалювати рішення у голови Меджлісу сьогодні в чинних умовах? Мы же прекрасно понимаем, что сегодня полноценный Курултай работать не может. Да? Поэтому при всех моих критических, скажем так, взглядах я должен выразить благодарность тем членам Меджлиса, которые сегодня в эмиграции работают, и тем, которые здесь в оккупации, пусть не называют своих фамилий, пусть это самое, но тем не менее принимают участие в обсуждении этих вопросов и в решениях. Поэтому принимаются, естественно, только те решения, которые возможно выполнить, скажем так. То есть только то, что можно сделать на материковой Украине или в международной где-то пресі, там, у нас же нема слова засудження, ми постійно підкреслюємо, що це умови війни і того форс-мажору, до якого не можна бути готовим. Тому запитання, чи є можливість у голови Меджлісу в чинних умовах ухвалювати одноосібні рішення? Якщо це ефективно, наприклад, вважається. Возможность или право? Возможность у него есть любое. Права такого нет, но он, по-моему, этим правом и не злоупотребляет. Насколько я знаю, я не помню примеров, чтобы я сам прочитал, или он, допустим, там, или кто-то пожаловался, что вот председатель Меджлиса там принимает такие решения, которые там, ну, вредны, скажем так, национальному движению, национальному возрождению и так далее. Даже в этих условиях мы всячески стараемся делать все, чтобы, скажем, те решения, которые принимаются, они были легитимными и соответствовали, скажем, положению о Меджлисе крымско-татарского народа. И в этих условиях другой вопрос, какой механизм, да, вот, принятия данных решений. И я уже об этом говорил. Но, во-первых, была попытка у нас, и действительно обновился президиум Меджлиса крымско-татарского народа. Это в том числе и в соответствии с положением о Меджлисе крымско-татарского народа, официальный орган, который может принимать решения как президиум Меджлиса. Я дозволю собі таке питання. Наскільки, на вашу думку, сьогодні легітимність Меджлісу і системи Курултаю зберігається в середовищі кримських татар, хоч ви і обидва особи зацікавлені, щоб підтримувати цю ідею. У нас була в гостях політолог Алінора Дюльбер, яка казала про те, що в умовах, коли тиску Меджліс його не відчутно, він не відчувається, інша система, на яку такий ж саме тиск Хізбут Тахрір, вона показує свою наявність і розголужену структуру і працю на півострові. Наскільки ви згодні з такою думкою? Меджлис и Курултай – это не политические партии, это не политические силы. И всегда и в Курултае и Меджлисе был плюрализм мнений. А что касается Хизбут Тахрир, это политическая партия.
И поэтому здесь, конечно же, партийность в этом плане или политическим партиям легче всегда ориентироваться по той или иной ситуации, в том числе и политической, нежели представительным органам или каким-то парламентам. Да? Вот, допустим, если мы берем национальный уровень какой-либо страны. И поэтому вот здесь мы должны говорить об одном, что, конечно же, хотелось бы, чтобы система Курултая Меджлиса, она была более активной, более системной, даже в этих условиях. Но, с другой стороны, сегодня как раз-таки, как бы мы ни говорили, помощь и поддержку помощь и поддержку политузникам, обвиняемым по Хизбут Тахриру, это будет правильнее сказано, оказывает Меджлис крымско-татарского народа в том числе или в первую очередь. И все вопросы, которые связаны с политузниками, именно по этой статье мы говорим на всех площадках, мы поднимаем эти вопросы, мы стараемся оказывать поддержку близким, родственникам и так далее. Давайте я перейду до майбутнього, до трансформації політичної системи. Чи можливо вона і що можна змінити в умовах окупації в цій політичній системі? Я не вижу возможности. В 2015 году мы еще это видели. Был проект в январе 2015 года, было принято решение ревизионной комиссии Курултая, в котором предлагалось положение о чрезвычайном положении. Вот. Оно здесь не было рассмотрено, принято. Но дело в том, что практика показала, что по большому счету ничего бы не изменило это положение тоже. Поэтому сетовать не на что, скажем так. Я за то, чтобы была преемственность, я за то, чтобы любые правила, про системность в национальном движении. И поэтому я за то, чтобы любые решения максимально приближались и были легитимными. Поэтому до полномасштабной агрессии, то есть до 2022 года, я считал и сейчас остаюсь на той позиции, что была все-таки у нас возможность провести ревизию, попытаться, исходя из действующих делегатов Курултая, собрать кворум Курултая и доизбрать Меджлис крымско-татарского народа или обновить Меджлис крымско-татарского народа. Сейчас, в настоящее время, я пока не вижу. Зміна в самій системі, можливо, якась? Мы должны придерживаться, опять же, нормативных актов, положения о Меджлисе и так далее. Единственная смена, какие могут быть изменения в составе, это, опять же, усилить все-таки работу президиума Меджлиса крымско-татарского народа для того, чтобы любые решения, связанные с крымско-татарским народом, принимались хотя бы на уровне президиума Меджлиса крымско-татарского народа. Кворум собрать президиуму намного проще, чем самого Меджлиса. Поэтому давайте я вам запропоную обом два сценарії. Ми не є незалежними від усього світу. Да? Ми дійсно в умовах війни, великої війни, дуже тяжкої війни для країни і майже десятирічної, 9 років окупації вже в лютому 2023 року. Оптимістичний сценарій, війна закінчується перемогою і звільненням Криму, і через 10 років можна провести новий Курултай 24-го року, в Бахчисараї, як після 14-го року березневого Бахчисараю. Що треба міняти в цій системі в таких умовах, якщо все швидко і гарно змінюється? І такий сирійський сценарій, ця війна затягується надовго, вона позиційна, Крим перебуває в такому режимі окупації. Кримські татари, якщо ми зараз маємо різні оцінки від 30 до 50 тисяч по всьому світу роз'їжджають, це десь половина кримських татар вже перебуває за межами не тільки Криму, а й України. Що відбувається з системою в такому випадку? Коротко, реалістичний сценарій я не пропоную, бо ми його не знаємо. Оптимістичний і негативний сценарій. Алібей. По поводу негативного сценария все останется как есть. Поэтому тут очень лаконичный ответ, я считаю, больше чем ничем не дополнишь. По поводу... Это пессимистично, я имею в виду. Вот. А по поводу оптимистичного сценария, тогда
Естественно, в 24 году или в 23 году, когда будет там Крым освобожден, я не знаю, но когда он будет освобожден, разумеется, нельзя будет провести Курултай, потому что обязательно должен пройти процесс реинтеграции. Ескендер Бей, ваше бачення змін, ваше бачення змін в умовах в двох сценаріях. В сценарии пессимистичному и оптимистичному. Ну, давайте первый сценарий оптимистичный, который хотелось бы, но он тоже не очень простой, потому что я тут не совсем согласен с Алиага в том плане, что, в первую очередь, для того, чтобы объявить о выборах Курултая и, соответственно, по какому положению, нам нужно созвать действующий Курултай. Соответственно, здесь в любом случае должна быть ревизия, и ревизия со стороны Курултая, вернее, ревизионной комиссии Курултая и Центральной избирательной комиссии, для того, чтобы мы понимали о легитимности созыва Курултая, сколько человек и что и как. С другой стороны, я не исключаю в том числе, что нужно продумать о так называемой иллюстрации внутри национального движения, вернее, среди делегатов Курултая, не национального движения, потому что тогда будет несправедливо, что или вообще Курултай должен будет дать оценку приостановленным членам Меджлиса, там, делегатам Курултая, которые стали коллаборантами и так далее. И только тогда, когда действующий Курултай уже принимает решение и объявляет уже выборы, и к этому моменту Меджлис действующего созыва должен обеспечить проведение, организацию данных выборов. Поэтому здесь уже будут внесены изменения или нет в положение о выборах, это уже прерогатива Курултая. Но сам процесс созыва Курултая действующего, легитимность его и так далее, это тоже будет не очень простой процесс. Тем более в условиях, когда только-только будет происходить процесс реинтеграции. Вот тут я поддерживаю. Что касается пессимистического сценария, то в любом случае относительно Меджлиса, то как представительного органа и Курултая, то система будет оставаться так же. Другой вопрос, опять же, нам нужно думать, каким образом мы можем, исходя из количественного уменьшения членов, делегатов Курултая, членов Меджлиса, мы должны проводить определенную перезагрузку и пересматривать тот кворум, то есть 2/3 от списочного состава, который у нас есть по тому или иному списку. Теперь, имеется в виду членов Меджлиса, или делегатов Курултая, чтобы легитимные решения были. Но в этом пессимистическом варианте я бы все-таки тоже делал достаточно серьезный акцент на Всемирный конгресс крымских татар. Мы об этом говорили еще в 2015 году, и я один из тех был, кто постоянно инициировал созыв второго конгресса, Всемирного конгресса крымских татар, для того, чтобы обеспечить, скажем, не альтернатива, это будет неправильно, но обеспечить коммуникацию всех крымских татар, тем более последние события с мобилизацией и то, что выехали наши соотечественники уже в страны европейские и так далее, где насчитывается, допустим, в Ирландии до 1500, там и в других странах, там не буду сейчас перечислять все цифры, то вот здесь мы должны сохранить коммуникации между нашими соотечественниками, вовлекать их в процесс национального движения и, соответственно, услышать их голос в том или ином уровне, на уровне Всемирного конгресса крымских татар, для того, чтобы мы могли формировать нашу национальную политику в будущем. Я так розумію, якихось чітких пропозицій, що би радикально мінялося в цій системі після якихось змін, від вас не почую сьогодні. Чи є у вас додати щось по 30 секунд буквально часу? Что подразумевалось под изменением системы ЗМИН? О системе вообще реформирования системы национального самоуправления или системы национальной самоорганизации мы еще говорили в 2004-2007 году, и на Курултай вытаскивали такие идеи, как создание национальных судов, когда мы говорили. И на самом деле эти все институты, которые предлагались, они были бы сейчас эффективны в условиях оккупации. Когда наш народ, он был бы
бы зависим от оккупационной власти и так далее, и сформировал бы как раз-таки свои альтернативные, действовал бы в рамках альтернативных своих институтов. К сожалению, это не получилось тогда, к сожалению, тогда нас не услышали, и я думаю, что в будущем я буду продолжать делать это, потому что, тем более, у нас новые условия будут, у нас в оптимистическом плане. Мы сейчас работаем над тем, чтобы дать правовой статус Меджлису крымско-татарского народа и Курултаю. 30 И у нас секунд, будет- 30, да, 30. все, заканчиваю. И у нас будут совершенно другие условия для этой работы. Алибей? Ну, маленькая поправочка к тому, что Искандербей сказал. На самом деле, эта работа делалась не только на протяжении всего 6-го Курултая, а и в течение всего 7-го Курултая, сколько он там существовал, до Бахчисарайского, этого самого проведения в Бахчисарае заседания Курултая. И, кстати, первым решением 7-го Курултая было при ближайшей сессии Курултая рассмотреть все эти проекты, которые были готовы и которые есть на этой страничке. Вот и все. Дякую. Ще раз представлю гостей. Це Іскендер Барієв, член Меджлісу кримськотатарського народу, керівник Кримськотатарського ресурсного центру, і Алі Узенбаш, керівник ревізіонної комісії Курултаю кримськотатарського народу. Кримськотатарська політична система в умовах війни і майже 10-річної окупації переживає період стагнації, і вже 9 років не проводилося переобрання Меджлісу, тому що останній Курултай проводився 2014 року в березні на початку окупації в Криму, і ми говорили про те, які потреби в зміні цієї політичної системи в умовах, коли війна продовжується і звільнення Криму ще не відбулося. Дякую, це був проєкт «Ініціатива».